Ваше превосходительство, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, досточтимые участники съезда. Сегодня на гостеприимной казахской земле в очередной раз собрались видные религиозные лидеры, представители международных организаций, дипломаты, люди доброй воли. Я с теплотой вспоминаю свой визит в Казахстан в 2012 году и участие в 4-м съезде лидеров мировых традиционных религий. Вспоминаю замечательную атмосферу того форума, общение участников. И сегодня вижу, как одновременно с тем, что сегодняшнее собрание продолжает традицию, однако совершенно очевидно, что вырос уровень и авторитет данной международной площадки. Сопутствующие мероприятия и конференции, молодежный форум, культурные инициативы, концептуальные документы – все это отмечено профессионализмом, ценным содержанием и актуальностью. Хотел бы выразить благодарность лично вам, господин президент, и правительству Казахстана, которое сформировало постоянно действующие механизмы для межрелигиозного диалога, обмена мнениями и миротворческой деятельности. В 2012 году в своем выступлении на съезде я говорил о том, что попытки построить бытие человека без Бога и религии не принесут ничего хорошего. Помню, как эту тему мы обсуждали с Касым-Жомартом Кемелевичем некоторое время спустя, когда в 2014 году встречались в Троице-Сергиевой лавре. Для меня было отрадно, что тогда мои слова были внимательно выслушаны и, что особенно важно, учтены в последующей работе съездов лидеров мировых и традиционных религий. Сегодняшняя международная обстановка лишний раз доказывает, что мир, отрицающий Бога, – это мир без будущего. Кровопролитные конфликты, серьезные экономические и экологические проблемы, терроризм, нарушение базовых прав человека – все это прямые последствия, в том числе и попыток вытеснить религию из жизни общества, оставить ей место только в личном и узком пространстве человека. Мы с вами хорошо знаем, что, несмотря на существующие различия между традиционными религиями, они объединены общим целеполаганием – это верой в Бога и нравственным соответствием этой веры. Общество действительно верующих людей способно существовать и развиваться в мире и в благоденствии. Об этом свидетельствует и мировая история. Сколько раз за неверие и моральное развращение наказывал Господь свой избранный народ. Известно, что и великие империи прекращали свое существование, в том числе из-за кризиса веры и моральной распущенности, из атеизма и отсутствия объединяющей духовной идеи. Несмотря на происходящие вокруг события, нужно сказать, что деятельность сторонников секулярной идеологии вызывает и обратную реакцию, в том числе и среди молодежи. Сегодня особенно на постсоветском пространстве отмечается рост религиозности среди молодого поколения. Это контрастирует с некоторыми другими регионами, как мы знаем. И мы видим все больше молодых людей в храмах, мечетях, синагогах и датсанах. Однако молодежь необходимо оберегать от радикализма, направлять ее на созидательный путь диалога и уважения. В этом смысле всемирной поддержки заслуживает идея проведения в рамках наших съездов межрелигиозных молодежных форумов, которые дают юным верующим возможность пообщаться напрямую, а не через ангажированные социальные сети и каналы. Можно произносить много громких слов о мире, о правах человека, о необходимости защиты угнетаемых. Но слова всегда должны подтверждаться делами. И тема сегодняшнего форума призывает всех нас к совместному деланию. Поэтому мы, лидеры религиозные, всецело поддерживаем миротворческие инициативы, в том числе и людей доброй воли, направленные на преодоление существующих кризисов, установление и поддержание прочного мира. Одним из важных аспектов сегодняшнего форума является тесное взаимодействие организаторов с Альянсом цивилизации Организации Объединенных Наций.
Думаю, что для нас это возможность обеспечить в том числе и достойное представительство религиозных лидеров в этой важной международной организации. Не потеряла своей актуальности идея создания консультативного совета религий при ООН, который мы вместе с рядом досточтимых религиозных лидеров, некоторые из которых и сегодня здесь присутствуют, пытались реализовать почти 20 лет тому назад. Тогда, к сожалению, сторонники радикального секуляризма не дали нам этого сделать. Участие руководства традиционных общин, безусловно, укрепило бы миротворческий потенциал ООН. Наш совместный голос, учитывая принадлежность к разным религиям и нациям, мог быть голосом совести и примирения. Ныне мы приветствуем здесь в том числе и представителей Организации Объединенных Наций. Надеюсь, что это будет полезно для продвижения наших идей на площадках ООН. Религиозным лидерам действительно есть что сказать миру, для того, чтобы он стал в будущем лучше и безопасней. Верующие люди являются носителями многовековой религиозной культуры, предполагающей взаимное уважение, мир и созидательное сотрудничество. Благодаря этому представители разных религий и национальностей мирно живут, в частности, и в России, и в Казахстане, да и в других местах, и вместе трудятся на благо своих стран и народов. Завершая свое выступление, я бы хотел процитировать слова Евангелия. Слова такие: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. И да не смущается сердце ваше, и да не устрашается», сказал Христос своим ученикам в прощальной беседе перед тем, как был поднят на крест. Подлинный мир возможен тогда, когда человек находится в мире с Богом, со своим Творцом. А это ко многому обязывает человека. И мы собрались здесь сегодня в союзе мира, дабы развивать дружеские взаимоотношения и внести свой вклад в свидетельство о нашей вере. И дай Бог, чтобы эта вера всегда сопровождалась добрыми делами. Единым голосом мы подтверждаем, что именно такая вера, подкрепленная добрыми делами и нравственным образом жизни, может быть основой подлинного и незыблемого мира. И пусть наш солидарный голос прозвучит как можно громче. Пусть принятая нами итоговая декларация будет еще одним напоминанием о том, что от духовного и нравственного состояния человека реально зависит само существование человечества. Благодарю вас за внимание.